Небольшое помещение с ярусными полками. Внутри тепло по сравнению с январским холодом на улице. Уровень влажности, освещение и полив. Микроклимат в теплице поддерживает специальная система. Это тестовый цех по выращиванию клубники. Это полностью контролируемые параметры выращивания без солнечного света. То есть, в общем, мы можем выращивать круглый год, контролируя все параметры микроклимата, полива, освещения, продолжительности светового дня, интенсивности светового излучения. Ну, в общем, полный спектр параметров, что позволяет, в отличие от выращивания в тепличных условиях или в открытом грунте, получать качественный урожай круглый год. В цехе только начали высаживать рассаду в специальные минераловатные кубики. Искусственный субстрат – идеальная среда для развития растения. Он стерилен, поэтому и будущий урожай должен быть здоровым. На 100 квадратных метрах рассчитывают посадить 1000 растений. Клубника сорта Альба. Вот, собственно, сейчас проходит процедура укоренения в минераловатные кубики. После чего, когда рассада укоренится, она будет уже глубже укореняться в основной субстрат. Питание растений капельное, сразу готовым питательным раствором. То есть со всеми макроэлементами, мезоэлементами, микроэлементами. То есть это полностью сбалансированный питательный раствор, в котором есть, грубо говоря, все то же самое, что растение в идеальных условиях взяло бы из почвы. Ягода из местной теплицы должна покрыть запросы любителей клубники из Северо-Кавказского и Южного федерального округов, заместить импорт из Турции и Египта. Такую задачу поставили перед собой агрономы. Если раньше посадочный материал закупали преимущественно из Евросоюза, то сейчас он будет свой. Одна из приоритетных задач, в том числе для реализации нашего инвестпроекта, это отработать воспроизводство посадочного материала. Мы после этой высадки, которую вы сейчас наблюдаете, часть материала отправим в Тимирязевскую сельхозакадемию, где нам сделают 1000 микроклонов в пробирочках. Это такие маленькие растения, микрорастения, скажем так. И мы будем уже отрабатывать технологию доращивания и производство, полностью полный цикл производства посадочного материала. Это, можно сказать, уменьшенная копия будущей сети фермы, которая по замыслам создателей появится в Яндере на 4 гектарах земли. Реализация проекта рассчитана на 3 года. Полное производство позволит собирать около 1000 тонн урожая ежегодно. Уже в следующем году мы приступим к строительству. И если все будет идти по плану, как мы запланировали, то суммарно в течение 3 лет производство уже будет запущено. Воплотить проект в жизнь помог экономический форум «Деловая Ингушетия-2022». Именно там свой проект предприятие «Назрань» представило перед инвесторами. Подписывают настоящее соглашение стоимостью 830 миллионов рублей. Вот есть слово такое импортозамещение. Вот я теперь говорю, не надо нам ссылаться на импортозамещение. Пусть заграница замещает импортозамещение у себя. Мы должны такую продукцию создавать, которая будет востребована у них, и они будут бегать к нам. И мы это можем. У нас просто легче было закупить там, перепродать здесь. Легче было, понимаете? Мы даже продукцию обычную, которая у нас росла, выращивалась, мы ее заменяли. Понимаете? 75% картошку кушали польскую, яблоки кушали. Я не говорю о технологиях, это все важно, знаете почему? Любой человек должен кушать. А теперь у нас и яблоки свои, и мы должны это делать, чтобы они у нас покупали это. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме. В скором времени переедут на основную точку. Тогда создадут более 150 новых рабочих мест. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.